Здравствуйте! Мы с вами находимся на праздновании 25-летия принятия Конституции Таджикистана. Также сегодня проходит персональная выставка Сергея Мельникова, которая называется «Страна горных вершин». Мы с радостью приглашаем вас пообщаться с гостями, познакомиться с культурой Таджикистана и посмотреть на эти прекрасные фотографии. Can you please say a few words? How do you like the event, and why do you see it is important to hold such events that help people to know more about the culture of each other? I think overall we are here to cultivate good relations with Ukraine, which is one of the most beautiful countries of the world. Украина для нас очень многое значит. И мы сегодня инициировали проведение такой выставки, чтобы знакомить украинскую аудиторию с нашими красотами, с нашей страной, потому что это очень для нас важно, будет развивать и укреплять нашу дружбу между нашими народами, между нашими странами. Мы знаем, что очень много альпинистов, которые приезжают в нашу страну, они украинские, и мы сейчас собираемся провести и пригласить их, когда будет 30-летие нашей независимости, для возвышения на пик независимости, чтобы українські альпіністи теж участвували. Мероприємство, на якому ми присутні, має велике значення. Яке значення? Що спілкування народів один з одним приводить до братерських відносин, а не до війни. Я думаю, що це доречно, і завжди ці заходи, які проходять під егідою посольства, вони завжди об'єднують тільки країни. Я думаю, що це є як голуби миру, які налагоджують стосунки. Это очень важно, потому что сейчас мы как бы находимся далеко друг от друга, и те связи, которые были раньше, они исчезают. Поэтому вот я в свое время бывал в Таджикистане очень много раз, в горах, и, наверное, если так суммировать, то 2-3 года прожил там практически. Сейчас, вот после этой встречи, мне хочется снова туда поехать, снова окунуться в ту атмосферу. I would like to say a few words. We have such a project on ALLATRA TV, it's Universal Grain, where people investigate different cultures and religions, and they are searching for this universal grain, inner quality that unites all people in the world. And how do you think what unites all people in the world? In fact, all the divine religions, they talk of peace and love. There is no religion which asks you to fight, or which asks you to be dishonest, or which asks you to be quarrelsome. All religions are, good, and they are, and we have to tolerate each other. Tolerance is the main thing. Difference of opinion can always be there, but we have to tolerate each other. Сейчас на платформе ALLATRA TV проходит международный исследовательский проект «Единое зерно». И люди как раз проводят исследования разных культур и вот ищут, что вот общее есть у всех культур, что вот общее для всех народов. И хотелось бы узнать ваше мнение. А как вы считаете, что есть общее, что объединяет внутренне всех людей, независимо от места проживания, национальности, вероисповедания? Все очень просто. Это любовь. Все. Я думаю, что культура, прежде всего, это состояние души каждого человека. Поэтому именно вот эта культура объединяет нас всех в одно. И сегодняшний, например, вечер, который мы предоставили, вот это тоже искусство, это культура, которая сегодня мы, люди разной национальности, сегодня собрались. Это нас объединяет. Понимание именно этой культуры, почувствовать эту культуру. Это, думаю, что это больше всего.
Понимание чужой культуры приводит к тому, что понижается агрессия между нациями. Что мы хотим вообще? Мы хотим, чтобы наши дети нормально росли, чтобы они были порядочными, чтобы у них было чистое мирное небо над головой, да, и чтобы они просто нормальную жизнь имели. Кохання людей до інших людей. Обмін культурними цінностями. Ось взять, наприклад, Таджикистан. Культура своя. Україна має свою культуру, але є спільне. А спільним є все, що людське, те є спільне, тому що всі ми люди. Так. Що б уже кожен з нас, от кожна людина могла зробити, щоб саме в суспільстві і були поширені саме любов, доброта, об'єднання людей? Треба працювати над самим собою. Не інших люби добрими, а спочатку зроби себе добрим. Ось коли ти будеш добрим, то тоді ти будеш і інших любити добрими, тому що вони будуть дивитися на тебе і будуть робити те, що ти робиш. On which inner qualities should be based all the relations between people, between countries? It is on peace and love. You know, especially I'll like to tell you that I have found that the people of Ukraine are absolutely loving. They are intelligent people, they are brave people, and they are reciprocating. You be a little kind to them and they are more kind to you. So I think we are fortunate to be serving here. This is a beautiful country and we stand for peace and for love. Духовність. Тому що в нас багато країн, і в кожній країні живуть представники різних націй. Тому дуже важливо, щоб ми не втрачали нашу духовність. І це теж має бути одним із цих чувств, які мають штовхати нас знайомитися та дізнаватись про культуру наших сусідних країн. Прежде всего это дружба и любовь. То есть это главные ценности, я считаю, человека, которые способствуют развитию человечества и движению вперед. А что для вас любовь в истинном и высшем понимании? Любовь – это искренность, это самоотдача, это доверие, это общение людей, вот, так скажем, на близком уровне. Що для мене любов? Знаєте, тут я орієнтуюсь на слова Всевишнього. Він сказав: Господь, я є любов. Все, що робиться з любов'ю, робиться на вищому рівні. Розумієте? У все закладається така енергетика, яка піднімає людину над суєтою. Любов – це вище почуття, яке творить. Любов – це якість творців. Повага. Якщо ти не поважаєш, то ти не можеш любити. Тому любов, вона має об'єднувати материки, вона має об'єднувати країни. Тому що ми бачимо дуже багато війн, і в першу чергу це із-за відсутності поваги. Якщо б була повага, була б любов та був би мир у всьому світі. Это глобальная вселенская любовь. Она проявляется во всем. Она проявляется, может, в красивых зданиях, она может проявляться в красивых детях, она может проявляться в красивом общении, и так далее. Проявление любви безграничное. Только надо уметь это видеть. Что бы вы могли сказать или пожелать всем людям, чтобы вдохновить их на объединение, дружбу? В первую очередь хотел бы, конечно, пожелать мира, процветания, чтобы не было войны. Любви и счастья. We have to get away from the war. And the end of all wars it ends on the table. So why not start from the table? We have to sort out our differences on the table, not on the battlefield. So my message for Ukraine would be, I wish them the best of luck, and I wish that this country, the way it is, and the way the people are intelligent and beautiful. Любви пожелать. Любові одне до одного, взаєморозуміння і трішечки
відриватися від суєти, щоб бачити красу навколо. Тому що ми живемо не з хліба, не з якихось страв на столі. Ми живемо із енергетики навколишнього світу, яка наповнена любов'ю і Творця, і кожної людини, і кожного з нас. Все, що ми віддаємо, ми отримуємо взамін.